В подмосковных Химках два брата-таджика занимаются продажей цветов. Накануне почти в 10 часов вечера трое неизвестных ворвались в их магазинчик и избили до полусмерти младшего брата. Избитый сумел дозвониться до родственников, которые не только вызвали ему скорую помощь, но и сами скрутили нападавших. Нападавшими оказались также мигранты, правда, из Белоруссии. По данным движения «Таджикские трудовые мигранты», для них это уже не первое нападение на киоски в районе, но каждый раз полиция их отпускала. Пострадавшего доставили в больнице на скорой. Через некоторое время он вызвал родственников. Оказалось, что раненого положили в коридоре на стол и отказывались помогать, пока он не заплатит. Приехавший брат оплатил медицинские услуги, и только после этого человеку с черепно-мозговым сотрясением и кровотечением оказали помощь. Мы вызвали милицию, и когда они приехали и увидели моего брата, сразу сказали, что у них есть подозрения на определенных людей, и попросили меня поехать с ними, чтобы написать заявление. Я поехал в отделение и ждал ровно 4 часа для того, чтобы приняли мое заявление. После этого мне позвонил брат, которого увезла скорая, и сказал, чтобы я приехал за ним, что он замерз. Когда я поехал в больницу, увидел, что он там совсем один в холодной комнате, весь в крови. Он лежал никому не нужный. И еще одно происшествие с мигрантами в России. В воскресенье в социальной сети Facebook была распространена фотография гражданина Таджикистана, который попал в клиническую больницу Волгограда со следами жестокого избиения. 42-летний мужчина попал в больницу не только со следами избиения, но и с остатками наркотических веществ в крови. Так, во всяком случае, утверждают врачи. В посольстве тоже подтвердили, что несколько дней назад гражданин Таджикистана находился на лечении в наркодиспансере. По некоторым данным, его в таком же состоянии вывели из поезда по его прибытию. Было это 3 ноября. Подробнее о ситуации с места события в комментарии координатора Международного правозащитного альянса Анатолия Болтыхова. Первоначальная информация ко мне поступила по линии правозащитного центра, что избитый человек лежит на полу в коридоре больницы, ему не оказывается помощь. Эта информация подтвердилась частично. Действительно, он лежит в коридоре, но не на полу, он на кушетке, вернее, отделенный какой-то ширмой, и лежит, скажем так, на креслах, или как, скорее кресло какое-то, не кушетка даже. Вот. Он не избитый. По информации, которую я получил от врачей, его привезли в состоянии наркотического, то ли шока, то ли еще чего-то. Он болен, помимо прочего, как мне удалось узнать, гепатитом С, и, я так понимаю, сопутствующее, скорее всего, это ВИЧ или СПИД. Помощь он лежит не в травматологии, а в терапии. Вот. Пытались его положить в палату, но, сами понимаете, у наркоманов весьма специфическое поведение. Я так понимаю, наверное, у него была ломка, поэтому в целях безопасности его как бы в коридорчик привели. Несомненно, мое личное мнение, я думаю, он умрет, если за ним не будет должного ухода. А должный уход, он 3 недели лежит, это, скорее всего, должны осуществлять родственники. По моему мнению, государство Таджикистан должно заботиться своим гражданинам, несмотря даже на то, что он наркоман, и доставить его на свою родину. Очевидно, что и среди мигрантов попадаются разные личности. Кто-то законопослушен, кто-то нет. Тем не менее, в сложную ситуацию могут попасть и те, и другие. Что делать мигранту в России, если он попал в больницу? На какую помощь он рассчитывать может, а за что все-таки придется платить? Граждане Таджикистана и других республик здесь нужны, вы не обижайтесь. Я высказываю свое мнение. В качестве рабов, пока они здоровы, могут работать. В 2013 году был вопиющий факт, когда 4 гражданина, не буду называть страну, также с юга приехавшие, они просто замерзли в вагончике, их потом нашли, извините меня за подробность, во враге, потому что фермер пришел, увидел, что они ждали от него зарплаты, резко ударили морозы. И никто ими заниматься не стал. Я считаю, что это узаконенное рабство. Потому что по международным законам, когда человек работает, но не получает зарплату или оплату за свой труд, это рабский труд.